Так, ну вот сказав о организации, значит, культа и пространства вместе с культом, следует сказать о том, о тех людях, которые осуществляют этот процесс, поскольку речь идет уже о религии классового общества, тут уже, конечно, существуют жрецы, которые по-удмуртски называются либо ващач, либо куличкищ. Ну, собственно, оба слова означают куличкищ буквально просящий, то есть молящий, а ващащ от слова вэщ. Вэщ это моление с жертвоприношением, то есть молящий и приносящий жертву одновременно. Кроме того, существует еще понятие теро. Теро это смотритель, так сказать, наблюдатель, наблюдающий над порядком, с общим порядком совершения жертвоприношения. Ну, слово заимствовано из татарского языка через Центральной Азии. И изначальное значение слова чиновник, собственно говоря, вот так вот. Ну и есть специальные еще должности хранителей священной рощи, лутищ, и хранителя куалы. Если это большая куала деревенская, человек, который отвечает за порядок в ней, то он называется куала лутищ. Ну, то есть хранящий буквально лут или хранящий куалу. Вот это основные. Ну, кроме того, существуют еще также жрецы второго плана. Это те, которые, собственно, варят пищу, паращ, буквально варящий, разводят огонь, отвечают за дрова, там тылащ, делающий огонь. Ну и даже вот особый вид жрецов, которые отвечают за посуду, которую тоже надо принести, вымыть, они так и называют моющие посуду, то есть типа немечкищи. Обычный порядок жертвоприношения, значит, в священной роще забивается животное, иногда несколько животных, иногда, как правило, знают, какое животное какому богу следует забить. Если это жертвоприношение по случаю каких-то там бедствий и так далее, то определяется с помощью специального человека, которому я дальше скажу, какое животное забить надо. Животное сначала поливают водой через березовые ветки, оно должно вздрогнуть, но это древнейший европейский обычай, написано еще у древних греков, если вы почитаете, скажем, Илиаду, Одиссею, там они делали точно так же, сначала поливали водой, если оно вздрогнуло, значит оно Богу угодно. Ну а дальше вот его режут, тут же разделывают и какую-то часть либо сжигают на огне, чаще всего это голову и передние ноги, либо зарывают в землю, либо, завернув в кусок шкуры этого животного, поднимают на дерево наверх. Такое жертвоприношение называется волемучон, то есть поднимаемое вверх. Ну, имеется в виду, что там где-то Бог где-то все получит. Остальная часть разделывается, в больших котлах варится бульон, потом туда засыпается крупа и готовится обычная пища жертвоприношения. Это каша, сваренная на бульоне, соответственно, мясном. Кроме того, в качестве жертвенной пищи могут выступать, естественно, хлеб, могут выступать разного рода блины. И все это затем совместно, после того, как жрецы подобным порядком, как тут показано в фотографиях, произнесут молитвы над пищей, пища разделяется среди присутствующих и вкушается здесь же, на территории молитвенного места. Особую роль играл вот этот персонаж, который по-удмуртски назывался Туно, видимо, от старого корня, отраженного в финно-угорских языках в разных значениях знать, то есть знающий буквально. Это что-то типа провидца или предсказителя, отчасти до некоторой степени Туно похож на сибирских шаманов, потому что описываются ритуалы, скажем, избрание нового жреца, когда надо было, как жрец старый умирал или перестал выполнять свою функцию, надо было избрать нового. Туно совершал буквально шаманский ритуал, он плясал с саблей в руках и впадал в состояние экстаза и выкрикивал имя человека, который должен был быть избран. То есть отчасти это даже напоминает некое шаманское камлание народа в Сибири. Не исключено, что здесь какие-то остатки от древнего шаманизма присутствуют в образе Туно. Параллели, по-русски, собственно, тунаны означает гадать, предсказывать. В коме сохранилось слово, это тоже тун, гадатель, колдун, предсказатель. То есть вполне, так сказать, распространенное слово. В марийском, венгерском есть эти глаголы.
В обрядах, связанных с Туно, и в жертвоприносительных обрядах иногда использовался музыкальный инструмент гусли, на которых играли, в частности, вот когда Туно совершал свою пляску при избрании нового жреца, эта пляска шла под аккомпанемент гусель удмуртских, гусли назывались крещ, и мелодия, которую и играли во время избрания жреца, называлась, сохранилось ее название Инву Чангур, то есть песня поисков вот этой самой Инву, если буквально песня поисков небесной воды. Ну, опять-таки, вот если вспомнить реконструкцию по финно-угорского вот этого картины мира, да, то есть небесная вода — это река, которая вот течет с севера, с юга на север и одновременно с неба в подземный мир. И как раз вдоль этой реки приходит благословение высших божеств и так далее, то, соответственно, вот поиски небесной воды нужны, когда выбирают нового жреца, то есть человека, благословенного божествами. В общем, да. Почему с юга на север? У нас же все местные реки. Это реконструкция, которую удается сделать, сопоставляя традиции всех уральских народов, от Ганасан на востоке до Саамов на западе. Что в древности у того сообщества людей, которое говорило на уральском языке, то есть на общем языке предки всех этих языков, у них действительно существовали представления о делении мира относительно реки, текущей с неба, с юга в подземный мир на север. Ну, а если это применить к конкретным географическим условиям, то это связано с тем, что прародиной финно-угорских уральских народов была Западная Сибирь, основные реки которой, Обь, Иртыш и Енисей, текут именно в этом направлении. То есть это отражение рельефа той территории. А у нас это, конечно, все по-другому. Но я, по-моему, в тот раз приводил пример, когда рассказывал, вот как архаика сохраняется у удмуртов, шошминских удмуртов. Нет, не шошминских, кукмарских, Мамадышский уезд. Это внизу на Вятке был обычай ловить, такой ритуал, ловили лебедей живых и живыми, сказав им свои там просьбы Кенмару, выпускали в Вятку и смотрели, куда лебеди поплывут. Если лебеди плыли вниз по течению, то это был плохой знак, они должны были начать плыть вверх по течению, значит они достигнут Энмара. Ну, замечу, Вятка в районе Мамадыши течет строго с севера на юг. То есть на самом деле получается, что лебеди на север плыли к Энмару, хотя Энмар — это солнечный бог, его сторона, безусловно, юг, а никак не север. То есть вот здесь вот это древнее представление о том, что верховье реки — это хорошая сторона, вступает в противоречие с реальной географией местности. Это реконструкция, которая вот позволяет нам понять, что такое Инву в удмуртской традиции. Значит, вот Инву Чангур — это та мелодия, которая использовалась вот при поиске, значит, жреца. Ну и опять-таки вот вновь эта картинка у меня тут, можно было не листать, оказывается, она у меня здесь есть. Ну вот, собственно говоря, поиск вот этой самой небесной воды, текущей с юга, с неба. Кроме этих людей, жрецов и предсказителей, существовали еще, естественно, злые и добрые маги, которые злые назывались, заимствованным из русского языка словом вединь или ведон, ну то есть ведун, ведьма, либо описательными терминами типа шайбеловитлищ, буквально ходящий на кладбище, ну, считают, что по ночам они ходят на кладбище и получают там свой дар. Они насылали злой глаз на человека, по-удмуртски это называется щинущен, то есть падение глаза буквально, или щин-ущкатон, уронение глаза, когда на кого-то, значит, вот накладывали. Ведьма или ведун в удмуртской традиции, вот этот самый вединь, это человек, который обладает злым даром, некой злой энергией, которую он время от времени должен выплескивать на других людей. Ну, собственно, представление распространено у всех народов Европы. Зло, этот дар надо передать перед смертью другому человеку. Обычно это делается с каким-то предметом. Умирающий ведун отдает предмет ребенку, и ребенок получает этот дар и живет с ним всю жизнь. Если человек очень добрый, я видел такого человека в одной деревне, у башкирских удмуртов-язычников, вот у него есть этот дар, он должен портить людей, он не хочет этого делать, он выходит за окраину села и отправляет всю дурную энергию в дерево. Дерево высыхает, ну, как бы он таким образом освобождается, выполняет свою функцию, что называется, по жизни, но людям не вредит. Это вы сейчас говорите, что прямо происходит, что дерево засыхает, или кто себе это представляет? Ну, этого человека я видел, и деревья этим не показывали. Что видел, то говорю. Ну, то есть это какая-то мистификация с его стороны.
Ну, как вы знаете. Он не рубит эти деревья, он всего лишь выпускал на них ту энергию, которую он должен был бы выпустить на Это них. был какой-то обряд? Ну, собственно, вот обряд нанесения порчи. Да. Ну, А как? при этом остальное общество, основной народ к тому, что человек вот обязан делать это вот. Его Вот боятся, порчу делать. его боятся, конечно. Но при этом он это как бы принимают нормальное защитные явление. меры. А? При этом это нормальное явление, со мной считается. Ну То да, есть ну это что, ну вот какое-то он такой необходимое человек, зло. ну да, ну вот другой человек, у него другие недостатки, так сказать. Нет, но при этом это не тот недостаток, которого надо, не знаю, изничтожить, извести. Это Ну, Как он управляет собой? Это же Опасно. надо уметь управлять так правильно. ну, собой, естественно, чтобы нечаянно да, просто- конечно. То есть, ну вот бывают люди, которые являются ведунами такими вот, да, но при этом они не понимают этого, да, и тогда у них Да, вообще они это вообще беда, это потому что беда. тогда эта вся энергия будет просто расплескиваться вокруг. А эти, ну, по крайней мере, они могут на злых людей направляться. То есть они свою функцию выполняют в обществе тоже. Да. Против них существует противоположная фигура. Эта фигура в удмуртской традиции называется пеллячкич, буквально ну, дующий или надувающий. Дело в том, что при произнесении защитного заговора, как правило, несколько раз так вот дули, и, соответственно, вот это слово пеллячкины, дуть, означает еще и произносить защитный заговор. Пеллячкич, ну, заговор называется пеллячкон кыл, то есть буквально слово дутья, да, если так переводить. Пеллячкич — это всегда добрый человек, который проходит обучение у такого же знахаря-лекаря, который может лечить людей от болезней и может лечить их людей, в том числе и не только от болезней, которые естественным путем возникают, но и вот от болезней, насланных, значит, вот тем самым злым товарищем. Вот эти две фигуры, как правило, существуют в удмуртской деревне, в нескольких деревнях вот люди знают, вот этот вот такой, а этот вот такой. Злое колдунство тоже надо обучаться, злому колдунству. Да, конечно, как правило, обучаются. Да. Если ты хочешь эту вот энергию, ты ее получил ты несознательно чаще всего, да, ну а потом с ней надо что-то делать, ну вот приходится тоже проходить обучение другого товарища. Ну вот образец такого пеллячкон кыл, то есть заговора, вот, пожалуйста, вот такой заговор с формулой невозможности, да, если когда-нибудь звезды с неба руками собрать удастся, тогда пусть сглазит. Ну, то есть этот вот злой человек, да, воду решетом принести, или если он сможет сглазить собачье дерьмо, лежащее у ворот, то тогда пусть сглазит этого человека. Формула невозможности, да. Ну, или наоборот, обращение к небесным, к основам мира. Это заговор против пупочной грыжи у младенца. Вот, значит, у этого Саши, значит, у младенца пупочная грыжа. Вот когда будет грыжа, дело в том, что словом пупок называется еще и центр мира, да. И это вот единственный текст, это я его записал у одной, значит, очень хорошей знахарки. Ну, она сейчас уже давно умерла. Это единственное место, вот Ингогы, небесный пуп, и Мугогы, это еще встречается. Вот Вугогы, то есть Ингогы это небесный пуп, это там наверху центр мира, Мугогы это пуп земли, центр земли, а Вугогы это центр подземного мира, вода это низ. Да? И вот если они когда-нибудь, ну как тут, сдвинутся, да, вывихнутся, то есть Гогы Верджон это по-удмуртски называется, грыжа пупочная, то тогда только у этого, значит, Саши вот тоже пусть так произойдет, а так, в общем, у него больше этого не будет. Но она там еще там массажем осуществляла, и, в общем, ей удавалось справлять пупочные грыжи, но она мне очень четко объяснила, что если грыжа такого-то размера и такие-то качества, то она не берется, она отправляет уже к хирургу в больницу. А если она маленькая, то она умела отправлять, и это все у нее прекрасно получалось. А? Да, нет, ну это вполне нормально. Она была очень хорошей знахаркой, к ней люди обращались, она реально лечила людей. То есть, и при этом очень четко знала свои возможности. Вот до суда я могу, дальше не могу. Вот. Представление о душе. Ну тут мы выходим прямо на это, да, то есть вот как человек появляется в мире, тело рождается, но телу нужна еще душа. Душа, как правило, приходит к человеку сразу после рождения, посылают ей вот эти самые предки, которые по-удмуртски называются перечьёс, буквально старики. Старики – это безымянные предки. После смерти человек поминается по имени в течение года после смерти. Затем в конце календарного года совершается обряд, который у разных удмуртов назывался по-разному. Его называли чаще всего в новейшей традиции Ирпыт-Чатон, то есть буквально давание головы и ног.
А раньше могли называть кулэмурчуан, свадьбы мертвеца, когда всех умерших за этот год поминали разом, приносили в жертву корову женщинам, лошадь мужчинам, и после этого их уже не поминали по имени. Они переходили в разряд вот этих безымянных перечьёс, стариков, которые оставались покровителями, которых поминали на годовых поминках систематически, но уже по имени не называли. Ну, понятно, да? То есть, как бы вот он переходит уже в сонмище духов, которые нами там руководят. Душу давали именно эти старики, если вот младенец страдал, то там, болел, то кричали как раз в трубу, перечьёс, лул за счеты, дайте ему душу, и, в общем, вот старики давали. Душа давалась, как правило, вместе с именем. В удмуртской традиции реконструируется представление о двойственной душе человека, то есть наше представление мусульманско-христианское о том, что у человека одна душа, это очень позднее. В большинстве традиций мира у живых существ душ много. Как в древнеегипетской была история, так и в большинстве других религий душ может быть много. Причем отличается, может быть, там у женщин 6 душ, у мужчин 7, как, скажем, у манси, там, по-разному. В удмуртской традиции четко реконструируется вот такая двойная система, что есть душа дыхания, которая называется лул, от которой зависит жизнь человека физическая, пока он дышит, лул есть, все нормально. И есть душа тень, которая называется урт. Она дает человеку нормальное состояние. Если урт болеет или уходит, то человек сходит с ума, начинает болеть. Ну, то есть он живет физически, но ненормальной жизнью. При этом лул находится внутри тела, а урт находится где-то рядом с телом. И это вот я тут написал форму принадлежности. Лулыз и уртес — это его душа буквально означает. Вот, как правило, в удмуртском языке части тела имеют оформление через «ы». То есть вот рука, его рука киыз, там голова ерыз, ир голова, ерыз его голова. А если, скажем, стол, то джокез, то есть суффикс будет оформляться. То есть вот неотделимые вещи имеют в этих суффиксах, а отделимые вещи имеют Так вот, урт оформляется суффиксом уртез его душа. То есть урт это отделимая, она в принципе может уйти. Когда человек спит, урт там путешествует, человек видит сны, например, да? Человек остается живым. А если лул уйдет, то тут уже все, это уже смерть физическая. Ну вот это изображение буддийских чакр, значит, оно очень важно. Дело в том, что по представлению удмуртских знахарей, центр, где находится лул, находится вот в этой чакре, то есть в районе солнечного сплетения. Иногда, когда ребенок рождается, у него бывает 2 лишние души лул, и тогда у него аритмия дыхания, он не может правильно дышать, и существует специальный способ изгнания этих 2 лишних душ. Она маленьким веничком тычет вот в эти места под ребра, и произносит специальный заговор вот, изгнания лишних душ, и душа остается одна, и значит ребенок нормально дышит, нормальный ритм дыхания восстанавливается и все такое. Урт, считается, сидит где-то вот на плечах человека примерно в этом месте. В коме есть прямая параллель удмуртскому лул, на коме лов, то же самое, душа. Ну и в других финно-угорских языках иногда это означает душу, как, например, в хантийском лил или венгерском лейлек, а иногда это финское лёйль, допустим, это пар, выходящий изо рта, например, да? Вот, пар, дымок. То есть это очень древнее слово, древнее понятие о душе дыхании, которое, видимо, реконструируется на профильно-угорском уровне. Что касается души тени, урт по-удмуртски, в современном удмуртском языке это слово уже почти забыто, оно мало кому известно, но оно все-таки было. А в коме есть такое представление, орт это скорее привидение, в коме это вот когда человек сидишь там, да, и вдруг видишь, тебе кажется, что твой умерший родственник пришел, да, вот это называют орт. Ну и это тоже душа человека, после смерти она обходит все места, которые человек посетил при жизни, такая же подвижная душа. Есть и марийское слово «эрт», этим словом марийцы означают душу, в принципе. Скорее всего, эти слова имеют иранское происхождение, от иранских вот слов, от общеиранская арта, закон, правда, правильность. Ну, собственно говоря, удмуртская урт это и есть правильность. Урт может быть не только у человека, может быть урт дома, корка урт, может быть урт поля, бусы урт. Если урт у поля исчезает, поле перестает родить хлеб. Существовал специальный обряд у башкирских удмуртов, бусы урт кутон, когда значит, вот, поле перестало рождать хлеб нормально, надо было поймать его душу, так и называется, ловля души поля. Выезжали в поле, приносили жертву,
ловили на белую ткань бабочку и выпускали ее над этим полем. И считалось, таким образом урт возвращается. У бесермян, когда человек умирал, для того, чтобы он не унес урт дома с собой, корка урт, то есть душу дома, специально у ворот после выноса мертвого звали урт дома обратно. Не уходи за ним, а возвращайся к нам. То есть урт это не только человеческая душа, это нечто, что делает любой предмет правильным, функционирующим, вот так, как он должен. И вот значение слов в иранских языках, вы видите, это как раз то самое. Закон, правда, правильность, ну, в осетинском это еще и клятва, истинность, вот такие вот вещи. Такая дихотомия души дыхания и души тени, она реконструируется таким образом на общепермском уровне, то есть в коме у нас есть орт, но это заимствовано из иранского. Но дело в том, что, вот тут у меня немножко печаточка, дело в том, что, по-видимому, было свое слово, обозначавшее душу тень. В удмуртском языке это слово сохранилось как основа возвратных местоимений. Ас, ачим, ачмиос, вот это ас, ач, ащ, которое означает сегодня сам, свой, видимо, изначально обозначало именно душу, вот эту душу-тень. И ну, вот параллели из других языков вы видите, в хантийском, мансийском соответствие ис означает именно душу-тень. А в удмуртском языке есть, например, выражение асчер, буквально болезнь себя или своя болезнь, ну или болезнь аса, если вот это так переводить, это эпилепсия. То есть, когда человек теряет эту самую душу, урт, уходит да, на время, человек падает, там, теряет сознание, это как раз болезнь вот этой души тени. Вот в этом слове асчер сохранилось исконное значение вот этого удмуртского слова ас, которое сегодня означает сам свой. То есть мы можем наблюдать вот эту дихотомию между душой дыханием и душой тенью, мы можем восстановить ее на профинно-угорском уровне. Видимо, это очень старая традиция финно-угорских народов представлять вот эти две души. Просто в пермском душа-тень заменилась на иранское заимствование, а старое слово перешло в разряд местоимений. Ну вот так можно реконструировать древние представления о душе, в данном случае у финно-угорских народов. Так, соответственно, жизненный цикл. Но основные события жизни – рождение, свадьба и смерть, как и у большинства, так сказать, народов Земли. При рождении человек получает душу Лул и Ним, имя, которые дают духи предки, перещьёс. Все это происходит в двух местах. Рождается человек в бане, мунчо, а душу получает через печь, возле которой поминают затем предков, гур. Ну и, соответственно, рождение называется, обряд празднования рождения по-удмуртски, у меня тут шрифт полетел, извиняюсь, называется по-удмуртски нуны чуан. Нуны это младенец, чуан это свадьба в современном удмуртском языке. Вот праздник и обряд в честь дарования младенцу имени по-удмуртски называется буквально в современном, если переводе, то свадьба младенца. Ну, дальше у нас опять-таки свадьба. И снова во время свадьбы невеста приносит жертву старикам, перещьёс предкам у печки, зажигает свечу и так далее. Или если есть куала, то у очага куалы. И это событие называется чуан, свадьба по-удмуртски. Ну и, наконец, когда умирают люди, они называются сначала куламьёс, то есть просто умершие, а затем переходят в разряд перещьёс, то есть этих безымянных стариков. И этот переход в разряд, все это совершается на кладбище Шай, и опять-таки печь гур играет большую роль в поминальных обрядах. И вот переход из разряда именуемых предков, которых еще поминают по имени, в разряд перещьёс, вот тех самых безымянных, которые дают душу, называется либо кулан-мурчуан, то есть свадьба мертвого человека, либо ирпыт-чатон, дарование головы и ног, ну, имеется в виду приношение животного. Ну, а поминки называются киштон, то есть возлияние буквально по-удмуртски. Как видите, слово «щуан» в удмуртском языке употреблялось вот в значении свадьбы ребенка, свадьба как свадьба и свадьба мертвеца, когда его, значит, последний раз поминали по имени. На самом деле слово «щуан», да, еще были обычаи, которые назывались «корка-щуан», это когда строят новый дом и дают ему домового. Еще есть обряд, который называется «джажек-щуан», это специальный, буквально гусиная свадьба, это обряд, связанный с забитием гусей у башкирских удмуртов, когда тоже приносится жертва, чтобы гуси, значит, плодились хорошо и так далее. Таким образом, слово «щуан» в современном удмуртском языке, имеющее значение свадьба, явно имело какое-то совершенно другое значение. Аналогичное слово «сюан»
сюан в марийском языке тоже может быть, вот скажем, поминки большие, по-марийски называется куго сюан, то есть большие поминки, большая свадьба. Есть это слово и в арзянском-макшанском языке, добрая весть, значение слова, это на самом деле является заимствованием из тюркских языков, и протюркское сююн означало добрая весть, то есть на самом деле это обряд в честь какого-то значимого события, рождения ребенка, свадьбы или перехода в разряд безымянных предков. Ну а в удмуртском языке постепенно значение сузилось, и вот это слово стало сегодня означать только свадьбу, а старые значения забылись. Это опять-таки я к тому рассказываю, чтобы показать, как эволюционирует система религиозно-филологическая. Ну, годовой обрядовый цикл. Годовой обрядовый цикл штука очень полезная, посмотреть, какие праздники в годовом обрядовом цикле, как время организовано. И мы можем видеть на самом деле, что такое локальные традиции, как они сильно отличаются, и можем видеть влияние народного христианства здесь и увидеть, что реально у язычников действительно христианский календарь, по сути дела. Но здесь перед вами из работы одного из местных ученых, это так называемое деление удмуртского года. Ну вот эта схема из научной вполне публикации, известная в определенных кругах календарь грибника. Знаете, продавались в свое время там эти самые там, такие пластмассовые штучки, когда такие грибы собирать. Ну, в данном случае эта схема иллюстрирует, во-первых, безумие местных ученых. Ну, вы сами можете видеть, вот у них тут Куарсур, это Троица. Но, во-первых, удмуртский Куарсур это не обязательно Троица, во-вторых, у них Троица 12 июня. Они даже понятия не имеют о том, что Троица это переходящий праздник, что он каждый год имеет разную дату. Да? Ну, вот этот уровень, так сказать, этих людей. И вот это предполагается, вот они это нарисовали и считают, что это общеудмуртский такой вот календарный цикл. На самом деле, если мы посмотрим по календарному циклу, например, буйско-таныбских удмуртов-язычников, Башкирии, то мы увидим следующую картину. Это вот, собственно, вот та группа. Ну, конечно, тоже обобщенно, на самом деле, каждая деревня немножко по-разному, но если обобщенно, то картинка совсем другая. Начинается все вот с этого времени, это Новый год, который, точнее, старый Новый год, значимый праздник, значимый день календаря, Вужвеляр по-удмуртски, то есть старый Новый год, от него идет отсчет времени, всего остального. То есть уже вы видите, что, собственно говоря, собственного счета времени никакого нет, считается нормально по старому юлианскому календарю, по календарю, принятому Русской Православной Церковью. Это значит, дальше считаем по полнолуниям. После того, как новая луна появляется, после первого новолуния, после Старого Нового года, отсчитывают 7 недель и получают время так называемого вейдыр, или просто вей, то есть масляное время, или просто масло, ну, совпадающее обычно с русской масленицей. Счет, правда, осуществляется не по христианским праздникам, как у христиан, а вот таким способом. То есть сначала дата Старого Нового года, затем первое новолуние, и от ночи новолуния отсчитывают 7 недель. И, в общем, получается неплохая такая система, которая приводит обычно к той же дате, когда бывает перед началом Великого Поста у христиан. Наступает вот этот праздник Вейдыр, Масленица. Само название, как видите, тоже совпадает. Дальше 7 недель после Масленицы, после Вейдыр, наступает самый главный праздник календаря язычников удмуртов Башкирии, Буджинал, ну или Баджимнунал, если уж так произносить нормально по-удмуртски, Великий день, совпадающий, естественно, с христианской Пасхой обычно. Ну, то есть тоже он переходит, потому что это зависит от лунного цикла, да, 7 недель мы считаем от первого новолуния после Нового года, соответственно, дата колеблется. Раньше считали так, сегодня уже забыли, и сегодня говорят очень просто, как вы узнаете, когда будет Баджимнунал, да пойдем в церковь, досмотрим церковный календарь, когда там у русских Пасха, вот и все. При этом они язычники, они не христиане. Баджимнунал это главный праздник, с него все начинается, это самый большой и важный. Имя этого праздника Великий день. Ну, собственно говоря, в русском языке Пасха так и называется Великий день, по-болгарски, по-церковнославянски называется Велик день. Это, то есть, так сказать, опять-таки калька, то есть перевод русского названия данного праздника.
Дальше, где-то в это же время, перед Великим днем у нас проводится очень важный момент. Это Екелян, проводы льда, когда реки вскрываются, лед уходит, с ним уходит все плохое, грязное. Это довольно значимое событие. Ну, оно, понятно, не привязывается к конкретной дате, поскольку каждый год происходит тогда, когда происходит. После Великого дня наступает время весенних поминок. Тулыс-Киштон, весеннее возлияние, весенние поминки, когда поминают умерших. Это может варьировать 1 неделя или 2 недели после Великого дня, по разным деревням по-разному. Это время поминовения безымянных предков, то есть вот всех, да, вот этих самых перечьёс, которые уже имен не имеют, и вот их поминают в этот период. Именно в это время начинают молиться Мукалчиню, вот этому самому божеству земли, поскольку начинается земля вскрывается и начинаются весенние работы, и осуществляется важное жертвоприношение на пашне для обеспечения плодородия земли. Дальше у нас происходит большое моление, тогда, когда у некоторых южных удмуртов происходит моление Гершид, то есть буквально Субсахи называется это моление южных удмуртов. Здесь это Буртен-Вэч, то есть моление всей деревни, связанное с завершением посевных работ, с проведением, точнее, посевных работ, для того, чтобы обеспечить нормальный урожай. Дальше важнейший праздник через 7 недель после Великого дня, Баджимнунал, праздник, который называется Музеем Бардачком, буквально именины земли, рождение земли, буквально, или попросту Семык. Такой же праздник Семык существует у марийцев в это же время, через 7 недель после Великого дня. Ну, догадайтесь, почему он называется Семык. Это русское слово семик, а по-русски семик, потому что 7 недель после Пасхи. Это, собственно, Троица по-русски. Ну, а в этих традициях вот либо русским заимствование, либо земля именинницы, как нередко называют праздник Троицы в русской традиции. То есть, опять-таки, слово полностью заимствовано из русской христианской традиции, и время проведения праздника, и само название. Затем великое моление, которое вот у удмуртов, южных удмуртов часто бывает гербер, то есть буквально после пахоты, так можно перевести это слово, примерно на Петров день это падает. У удмуртов Башкирии это называется Баджимвэч, великое моление, это благодарение, когда уже все, хлеб начинает всходить, ну и дальше, так сказать, люди сделали все, что могли, да, дальше все зависит уже от погоды, и совершается вот это великое моление в поле, которое призвано обеспечить, чтобы всходящие хлеба принесли хороший урожай. В это время после великого моления, где-то в июле, осуществляется смена веток в куале. Зимой вот до сих пор лежали еловые ветки, символизирующие как бы зимний-осенний период. На них стоял вот этот короб варшудный и так далее. А тут их заменяют на березовые. Ну, кстати говоря, символика березы, она связана с Троицей, в русской традиции тоже в это время и веники начинают заготовлять, и девушки завоевают березку и так далее. Вот эта смена листьев, куала-куарбаштон, смена листьев в куале происходит в этот период. Дальше перерыв, потому что, ну да, больше человек сделать ничего не может, тут надо работать, там сенокос, 5-10, тут не до молений. Начинается моление уже только в августе, когда Вельин день, уже понятно, будет урожай или нет, и можно даже какие-то первые плоды земли получить. Называется это либо виль, то есть новый, по-русски это новина называется, ну, либо просто елене буседур вэщ. Елене это буквально вильин, вильин день, моление на краю поля. То есть название опять-таки либо калькировано, либо заимствовано из русского языка. Наконец, осенью снова моление Мукалчину, вот этому самому божеству плодородия, когда снимают урожай, это уже благодарственное моление. И после нее большой осенний праздник, совпадающий с русским покровом, как правило, который называется либо Сежил-Йон, ну и моление, совершаемое там, Сежил-Куричкон, то есть Сежил-Йон это осенний праздник, совпадающий с покровом. У русских покров это тоже день окончания, день покрова Богородицы, полевых работ. У удмуртов это время. И дальше идет осенние поминки, параллельные весенним, Сежил-Киштон, осенние поминки, это когда вновь поминают всех безымянных умерших.
Ну и завершается это все сменой веток в куале на зимние, на хвойные. И последнее моление перед Новым годом в декабре Баджимвэч, это уже благодарственное моление за год, значит, совершившийся параллельно летнему молению Баджимвэч, которое совершается перед тем, как хлеб оставить, так сказать, в ожидании. Здесь тоже ожидание Нового года. Ну вот, собственно говоря, весь цикл башкирских удмуртов. Вы можете видеть, что важнейшие календарные праздники, которые у меня тут выделены желтым цветом, которые идут по счету недель, они все имеют русское происхождение. И их название имеет русское происхождение, и они полностью совпадают с христианскими днями народно-христианского русского календаря. А это удмурты-язычники, которые вообще живут в Башкирии, для которых русский язык является до сих пор третьим языком, а то и четвертым. То есть первый язык у них удмуртский, второй татарский, третий они там башкирский их учили в школах. А русский многие из них начинают учить только когда из родной деревни идут учиться куда-нибудь там после 8 класса, в педучилище или еще куда. Ну так, конечно, знают, но знают не очень хорошо. Вот, до сих пор эта ситуация такая. А традиция вот она такая, при этом язычники. Вот это к вопросу о том, что такое народная религия, что такое язычество современное и тому подобные вещи. Очень хорошая иллюстрация. Ну и сами видите, насколько это совпадает с той общей удмуртской реконструкцией, которую придумывают местные ученые. Никак не совпадает. Вот. Ну, а еще один иллюстрацию, одну хорошую хотел показать. Это из нашего диалектологического атласа удмуртского языка, который составляют ученые Удмуртского университета под руководством Рифши Исламовича Насибуллина. Удмуртские названия Пасхи или весеннего праздника, приуроченного к Пасхе. Ну, то есть Пасхи у христиан, а у нехристиан, у язычников, значит, свое какое-то название. Тоже есть праздник, приуроченный к этому времени. Посмотрите, как он распределен, интересно. На крайнем севере, вот здесь вот это вот эти вот, кто видит полукружья такие беленькие, да? Здесь этот день называется Великтем. Великтем – это крайне северное название Пасхи, это переделка русского Великдень, ну и даже церковнославянского Великдень, на удмуртский язык. То есть Великтем – это как бы, тем – это суффикс отсутствия качества в удмуртском языке, то есть адаптированное очень слово в удмуртской грамматике. Но это прямое заимствование из русского языка. Дальше, если пойдем южнее, то вот примерно в этом ареале, это вот черненькие полукружия, мы находим просто слово «паска», то есть прямое заимствование, ну, из нормального русского обозначения Пасхи. Если мы пойдем еще южнее, то здесь в этом ареале мы находим Баджимнунал в разных вариантах. Буджинал, Бадинал, Бдимнунал и так далее. То есть Великий день по-удмуртски. То есть в данном случае перед нами калька. То есть не прямое заимствование, а перевод русского названия праздника на удмуртский язык. И причем здесь мы видим как христианизированные группы, так и язычников, которые называют этот главный праздник, в общем-то главный праздник года, вот этим словом, калькирующим русское Великий день. Ну и, наконец, только на крайнем юге, юго-западе удмуртского ареала мы находим совершенно не русское название этого праздника, Акашка, и у бисермян Ака-Яшка, вон зеленые кружочки, бисермянская территория, буквально